Идея создания аллеи знаков «Зодиак» по улице Московской родилась не случайно. Из рассказа скульптора она возникла после того, как он насчитал ровно 12 тополей, растущих на данной территории. И это навело его на мысль создать необычный зодиакальный гороскоп. Теперь продолжение этому 12 зодиак по восточному календарю по годам. Вот, например, год козы. 27-й год, дальше год собаки, год петуха, год быка, по восточному календарю вот 12 скамеек. Получается у меня 12 комплектов, 12 скамеек, 24 фигуры, 12 фигур и одна звездочка. Они как стояки у меня получается для качели. Качели-коромыслы для детей. С семьей сидеть, отдыхать. Дети прям наглядно видно рядышком, за ними наблюдать. Мне хотелось бы очень в своем городе вот такой установить память нашему городу. Если по большому счету вот эта тема по гороскопу пока нигде нет. Даже вот восточные календари там свои агитирует, показывает, да? Но у них даже нету. Что касается изображено здесь по восточному календарю пока нигде нет, как на журналах или вот сборниках, может. Подготовка текстуры дерева, обжиг, надписи. На все понадобилось чуть больше 5 месяцев. 27-й год. Дальше год собаки, год петуха, год быка. По восточному календарю вот 12 скамеек. Получается у меня 12 комплектов. 12 скамеек, 24 фигуры. Трудоемкость работы очевидна. От спила до готовой конструкции долгие месяцы работы. Но обратите внимание на утвержденный проект аллеи. Несомненно, когда она будет полностью достроена, по ней будут с радостью гулять наши горожане, встречаться на скамье примирения, любящие сердца. Такую цель преследует скульптор. Именно так он хочет выделить наш город из числа других. Времени, на самом деле, это началось где-то с первых числах мая. За это время они подсыхали со временем по мере работки. Их снимал, скурил. Получается, они постепенно высыхали, хорошем качестве получили. Трещина уже никаких не пойдут, она пропитана. А времени, считай, с мая месяца, с первых числах, и вот в сентябре ее кончил. Буквально недавно. В основном, конечно, это бензопилой. Электрорубанок, чтобы очищать, чтобы шкурить. Видишь, они гладенькие. Тополь – это, оказывается, очень прочный материал. Я только сказал, не пилится, тяжело пилится, плотные. Они же прессованы, там выше домов вот эти тополи стояли. Они как бы прессованы, такая текстура у них, в конечном счете, нижняя часть, переплетенные под давлением, под своим весом. Примером заботы о благоустройстве города являются сказочные деревянные фигуры, построенные еще в 1988 годах, расположенные в парке культуры и отдыха. Когда-то их было 44, рассказывает мастер малых скульптурных композиций Алексей Николаев. Он лично их вырезал. Из дуба, из сосны. Потом в парке у меня тоже рыба для бассейна. Не знаю, куда-то ее убрали сейчас. Много сделано этих урн, подцветочников красивых сделано. Около универбаза, БТИ, где трех. Самое красивое, я считаю, сделано у меня около ЖД вокзала.
130-летию прибытия поезда на станции Шихрана. Вот там изображенного у меня вот это машинист встречается с чувашской, который воду таскала. Познакомились, повстречались, потом они начали в Канаше проживать. Первый машинист женился на уроженце Канаша. Шихранов было. Недалеко там колодец был. Вот женщина, она таскала. Девушка, она таскала, как обычно, раньше, 100 с лишним лет тому назад на коромысле, воду таскала, там они познакомились. Она сделана, сказала, 130-летие прибытия поезда. Так, но много сделано. Прошлой зимой я там сделал 3 поросят, 3 поросят, медведей, 3 богатырей. Почему-то они тоже с качелями должны были. Качели они не установили, просто так установили. Много лет работал в Москве, поэтому благоустроиться как скульптор. Из бетона, из дерева, из любых материалов можно сделать. Хотелось бы много для своего города. Как у каждого творческого человека есть несбыточная мечта, так и у нашего героя она тоже есть, но не совсем неразрешимая. Было предложение много лет тому назад. На каждой улице я хотел бы памятник, например, взять. По проспекту Ленина у нас стоит улица Чапаева, например, Чапаева, потом 30 лет Победы, там у нас памятник есть, например, улица Пушкина, вот так, по этим названиям хотелось бы что-то сделать для своего. Пока здоровье есть, пока руки целые, руки не отваливаются, так хотелось бы. Единственный, который пока могу разукрашивать для своего города, могу еще много сделать. Совсем скоро творение рук человеческих увековечит аллею знаков «Зодиак», и потомки Творца будут с гордостью рассказывать о ее создании. Марина Баринова, Вениамин Григорьев. Специально для программы «Вокруг нас».